Ребята, здравствуйте! Мы снова приветствуем вас в школе мордовских языков на уроке эрзянского языка. Шумбрато до вечки виксялгат. Сегодняшний наш урок нам хочется начать со строк известного эрзянского прозаика, поэта и публициста Александра Доронина, в котором автор восторгается красотой, звонкостью и певучестью эрзянского языка. Россиясо, антяк россиясо гайгесь тири нерзянкелись, сонзаисе кортат, ёжот кассы, сонзаисе морат, вити мелить. Ребята, не случайно мы выбрали эти строки, потому что 16 апреля не только Мордовия, но и вся Россия отмечает замечательный праздник – Всемирный день мордовских языков. Поэтому наше занятие мы посвятим мордовским языкам – макшанскому и эрзянскому. Итак, тема нашего урока – Мокшерзян Келинчи – День мордовских языков. Мы живем в Республике Мордовия. Мордовский народ сложился из двух родственных племен – Мокши и Эрзи, которые еще с незапамятных времен жили в здешних местах – бассейнах Мокши и Суры. Мордовские языки – макшанский и эрзянский – звучат сегодня не только в Мордовии, но и на всей территории России. Это наши родные национальные языки. Мы гордимся своими корнями, обычаями и традициями. Ребята, а как будет звучать слово «язык» на эрзянском языке? Назовем с вами вместе. Ребята, повторяйте за мной. Кель – язык, мокшонь-кель – макшанский язык, эрзянь-кель – эрзянский язык, тирень-кель – родной язык. Молодцы, ребята! На мордовских языках написаны замечательные произведения знаменитых писателей и поэтов, таких как Кузьма Абрамова, Якова Пенясова, Артура Моро, Максима Бибана, Ильи Девина, Александра Доронина и многих-многих других, которыми мы должны гордиться и восхищаться. Ребята, послушайте отрывок из стихотворения Числава Журавлева о родном языке. Вслушайте звучание эрзянского слова и подумайте, какими образными и выразительными словами можно охарактеризовать язык. Эрзянкель, тон ине оймен сиянть, авань морот несте саинь мон. Седи гайтев эзи Марселия, да осодан седи чевтион. Эрзянкель, мон кенярдан тон кисы, ламо мастер тонди содытней. Эрзянкель, тон мазы тесянкизе, эрзянкель, тон рао притялей. Мон тонь эсе вечки стихсе моран, кандан меляух старси мадымельть, кадык эсить кортыть нуть кантеран, кезерем пингень мазы, эрзянкель. Замечательное стихотворение, Николай! В нем поэт сравнивает язык с впадающей в Волгу могучей рекой, красивым цветущим летом. Ребята, а какими словами-признаками можно охарактеризовать родной язык? Ребята, назовем эти слова на эрзянском языке. Ванькс – чистый, Виев – могучий, Гайтев – звонкий, Ине – великий, Мазый – красивый, Сюпа – богатый, Чевти – мягкий. Писать и говорить толково и грамотно на родном языке нам помогают словари по-эрзянски Валкс. Ребята, перечислим слова эрзянского языка, которые помогут при его изучении. Эрзян Рузонь Валс. Эрзянско-русский словарь поможет вам переводить незнакомые слова эрзянского языка на русский язык и понимать тексты. Эрзянкелень орфографиянь Валкс. Орфографический словарь эрзянского языка поможет вам правильно писать слова на эрзянском языке. Фразеология Валкс. Фразеологический словарь познакомим с устойчивыми сочетаниями фразеологизмами эрзянского языка и поможет понять их значение. Этимология Валкс. Этимологический словарь укажет на происхождение эрзянских слов. Ребята, как быстро пролетело время! К великому сожалению, наш урок уже подошел к концу. Мы надеемся, что он вам понравился и вы снова посетите наши уроки эрзянского языка. В заключение мы хотели бы вас поздравить с чудесным Всероссийским днем мордовских языков. Мокшерзян чинть марта вечки виксялгат,
корта до эрзяхс, косубы аволидеуле, илингстутне, дыванста до теренкелень, кадыксон, валдумпнесетынг и рямонькинг. С Днем мордовских языков, дорогие друзья! Разговаривайте по-эрзянски, где бы вы ни были. Не забывайте и берегите родной язык. Пусть он освещает ваш жизненный путь. Не мазанок ялгат. Вас то мазанок! Ух